На 12 объектах массового скопления людей проведены пожарно-тактические учения, а на 23 объектах сотрудники МЧС провели проверки противопожарного состояния. Об этом более подробно в своем докладе отметил начальник МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. По состоянию на 2 апреля 2018 года проведены на 12 объектах массового пребывания людей пожарно-тактические учения, пожарно-тактические занятия. Совместно с представителями администрации городов и районов проведены проверки противопожарного состояния на 23 объектах. В совокупности с объектами, на которых мы проводили проверки после пожаров в доме торжеств, так называемого Алатау, всего 37. То есть на 14 объектах по согласованию с прокуратурой были проведены то же самое проверки. По мнению главы региона, в вопросе обеспечения противопожарной безопасности недопустим поверхностный и бюрократический подход. Кемеровская трагедия показала, что обеспечение безопасности населения не только в торговых центрах, но и других объектах с массовым пребыванием людей должно стать безусловным приоритетом для руководителей и собственников торговых предприятий. Обычно не только у нас человеческий фактор, он всегда превалирует. Люди начинают понимать, когда что-то происходит, когда что-то случается. Трагедия в Кемерово – это наглядный показатель. Сколько не говорили, сколько не общались, сколько там не предупреждаем, все равно получается, кто-то создает бизнес, вложил вроде бы большие деньги, а копейки найти на то, чтобы там хотя бы себя прикрыть. Мы говорим не столько про бизнес, сколько еще про социальные объекты и проекты. Сколько раз уже мы там объекты сдаем, школы, там, садики. Устроить объект. Можно документально готовить, график поставить, но какие-то сроки же должны быть. Начинает выдумывать 1000 причин. Мне же кто отвечает за эти проекты. Почему? И опять же берем Кемерово, да, вот этот торговый центр. Начали строить без разрешения, построили без разрешения, достроили в конце концов. Но все равно даже объект не сдан. На ровном месте сами создаете проблемы. На ровном месте. То же самое там с главным муниципальным образованием. Больше чем уверен, сейчас эта проверка идет, и по линии прокуратуры я сразу предупреждаю. Генеральный прокурор задачу поставил прокурорным субъектов. Так, Виктор Владимирович. И прокуроры сейчас, естественно, не так работают, если без указания, это там их не обязанность. А сейчас тем более. И получится, что одним из таких черным по белому должно проходить разрешение на строительство, раз, и разрешение на ввод объектов в строй, то есть в эксплуатацию. Глава также предложил объявить конкурс на звание лучшего предприятия в сфере пожарной безопасности, в рамках которого поощрить тех владельцев, кто оперативнее и эффективнее других наведет на своих объектах порядок. У нас сгорело здание, где в аренду снимало помещение, там часть подразделения Минтруда. И тогда, когда проверки провести, масштабные проверки, тоже не хватает времени, мозгов. Я сам поднимался там на торговый центр в один Назрани. Те же огнетушители, просто даже элементарно, там, кто старше, давайте вот пожар, вот мы дали пожар. Они даже не знают, как этим огнетушителем пользоваться. Огнетушители должны проходить периодическую процедуру проверки, да? Там должна быть бирка, когда огнетушитель проверен, заряжен. И те люди, которые там находятся, они должны уметь работать с этим огнетушителем. По пожарным выходам. Да, есть тонкости. Особенно это касается, да, всех объектов. Но особенно социальных объектов. То есть есть такая жесткая тема антитеррористической защищенных объектов. Так нет, максимально отработать, выявить недостатки и помочь. Повторяю еще раз, особенно часто касается там бизнеса, которые там на левой стороне сидят. Именно вам помочь, как эти недостатки устранить. Но мы вам можем помочь только методикой, методическим там советом, направлением. Мы вам деньги не дадим на это ваш бизнес, ваши дела. Вы должны максимально быстро эти недостатки устранить. Мы вам можем дать это время, 5 дней, 10 дней, 20 дней, на то, чтобы вы это недостатки устранили. У нас нет, я еще раз говорю всем, задачи, и с прокурором республики мы это обсуждали, нет такой задачи, чтобы сейчас закрыть какие-то все проекты, потому что это торговые центры,
Это рынки, в конце концов, это школы, это больницы. У нас есть задача навести порядок. Как подчеркнул глава республики, для сотрудников МЧС не должно быть никаких препятствий для проверки противопожарного состояния объектов. Он предложил в случае необходимости подготовить предложение в Народное собрание о внесении изменений в соответствующие законы. Индира Манкиева, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.